В Москве ранним утром десятки тысяч мусульман собрались у центральной соборной мечети, чтобы отметить праздник жертвоприношений Курбан-Байрам. Перед верующими выступил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнуддин. Призвал быть высоконравными и не оскорблять чувства и убеждения окружающих. В столице молитвы прошли в том числе в 4 мечетях и на 3 дополнительных площадках. Сейчас верующие расходятся по домам, где продолжат празднование. В ближайшие 3 дня будут ходить в гости к родственникам и друзьям, раздавать угощения нуждающимся. И впервые москвичей с праздником поздравит 16 столичных кафе и ресторанов. Там всем желающим предлагают плов, шаурму и чай. Итак, наш корреспондент Олег Глухих наблюдал за праздничным намазом у главной соборной мечети. Сейчас он на прямой связи со студией. Олег, здравствуйте. Сколько людей, по вашему подсчету, сегодня пришли совершить намаз? День добрый, Елена. Возле Московской соборной мечети к 9 часам собрались десятки тысяч людей. Возможно, их было даже больше сотни тысяч. Буквально все ближайшие улицы и проулки были заполнены верующими. Они стали приходить сюда еще с самого раннего утра. Первые из них появились еще в 7 часу. На этот раз праздничный намаз завершился к 10 часам. После этого верующие стали расходиться. Кто-то отправился домой, кто-то в гости. Некоторые поехали на обряд жертвоприношения в Подмосковье, а кто-то на кладбище, чтобы поклониться могилам родных и близких. Московская соборная мечеть – это символ мусульманской общественности, но до сих пор это строящийся храм, поэтому все главные события происходили в специально возведенном для этого шатре, который может вместить около 1000 человек. Конечно же, места всем желающим внутри не нашлось, поэтому мусульмане молились прямо на улице. Как известно, Курбан-Байрам – это кульминация хаджа, то есть паломничества в Мекку, и многие российские мусульмане сейчас там встречают этот праздник. И сегодня с этим праздником, с этим событием поздравил всех верующих председатель Совета муфтиев России, муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Давайте посмотрим, как это происходило. Вчера паломники, которые собрались возле Мекки, в долине Мина, и пришли в гору Арафат, завершили хадж, и сегодня, в день пятницы, наступил праздник Курбан-Байрам. Я сердечно поздравляю всех моих соотечественников, всех единоверцев с праздником Идаль-Адха Курбан-Байрам. Молю Аллаха даровать нашей стране, всему миру, мира, милости и благоденствия Всевышнего. Кроме московских мечетей, праздничный намаз проходил на 3 специально выделенных для этого площадках в Лужниках, в Коломенском и в Южном Бутово. Ну а сейчас мусульмане отправляются к праздничному застолью, а кто-то поедет в Подмосковье на обряд жертвоприношения. Елена. Олег, ну а какая сейчас обстановка вокруг мечети? Сейчас уже верующие расходятся, но еще несколько сотен остаются здесь. Надо отдать должное полиции. Все было организовано крайне четко. Периметр возле станции Проспект Мира был огорожен. Верующие проходили к храму через специальные рамки металлоискателей. И утренняя молитва проходила в спокойной обстановке. Местные жители корректно и также спокойно относятся к верующим. Тем более, что обряды жертвоприношения в этот раз в Москве не совершаются. Елена. Спасибо, Олег Глухих, о том, как отмечает Курбан-Байрам в Москве. Ну и по случаю праздника сегодня в столице ограничено движение транспорта, перекрыты улицы, которые находятся рядом с центральной соборной мечетью. ГИБДД Москвы просит водителей выбирать альтернативные маршруты. За обстановкой вокруг мечети наблюдает и наш корреспондент Татьяна Проскурякова. Татьяна, здравствуйте. Ну вот верующие, как сказал нам Олег, уже начали расходиться. Какова ситуация у входа в метро и когда вообще возобновится движение? Здравствуйте, Елена. Ну вот здесь, на проспекте Мира, где мы работаем, сейчас уже возобновилось движение. Дорога, машины спокойно едут. И на тротуарах, где только буквально полчаса назад было очень много людей, верующие возвращались из соборной мечети. Сейчас свободно, спокойно, нет даже пробок, так привычных для московских улиц. Но сегодня в Москве специальный режим движения. Перекрыты несколько улиц в центре. Это рядом с соборной мечетью перекрыты улицы Щепкина, Гелеровского, Дурова. В районе исторической мечети улицы Большая Татарская, переулки Старый Толмачевский, Малый Толмачевский, Вишняковский и Озерный.
Церковский. Также сегодня в центре Москвы не ходят несколько маршрутов трамваев. Они заменены альтернативными автобусными маршрутами в объезд. Сегодня тоже повышенное внимание к работе метро в местах, на станциях, которые находятся рядом с местами, где проходят праздничные мероприятия. Прежде всего вот здесь, когда верующие стали расходиться к станции проспект Мира, их провожали по специальному коридору безопасности, чтобы не возникала давка. За спокойствием следил ОМОН. Ну и вообще сегодня безопасность и спокойствие в городе в местах массовых мероприятий охраняют 3000 полицейских, дружинников и военнослужащих. Елена. Спасибо. Татьяна Проскурякова. Ситуация вокруг Центральной соборной мечети.